Здравствуйте! Время новостей на канале «Новый век», в студии Андрей Лана. И в начале выпуска коротко о главном. Дань памяти: в селе Арыкбажи Лухемского района открыли буддийский субурган. Вывели из тени. За время рейда по тонировке инспекторы задержали несколько десятков нарушителей. Посадить цветник и удивить им. В конкурсе «Цветущий кызыл» наступает самый ответственный период. О событиях подробнее. Начнем с информации о пожарной обстановке в лесах. 4 лесных пожара зарегистрировано в Туве. Об этом сообщили в авиалесохране республики. На сегодняшний день самый крупный пожар в Туранском лесничестве потушен. В настоящее время сотрудники авиалесохраны борются с возгораниями еще в 3 районах. Это Балгазинский, Чаданский и Шаганарский. В тушении задействовано 124 человека и 18 единиц техники. Общая площадь горения составила около 3000 гектаров. Обстановка находится под контролем, заверили нас сотрудники авиалесохраны. Большое событие для буддистов Улухемского района. В селе Арыкбажи открыли субурган, ступу, посвященную Хелину Широпу, уроженцу этих мест. Он лекарь, жил в советское время, поэтому ему было трудно открыто помогать нуждающимся в его помощи людям. Тем не менее, народ шел к нему. Как буддийский лама, Широ был добр к своим землякам, мудр и пользовался большим уважением у населения. Почти через 50 лет после его перехода в мир иной на его родине благодарные земляки воздвигли большой и красивый субурган. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава региона Шолбан Караул и депутаты Верховного Хурала. Также во время церемонии открытия субургана в село прибыла группа буддийских лам во главе с Камбыламой Тувы. Они провели священные обряды по всем канонам буддизма. После церемонии открытия глава региона поблагодарил жителей села за хорошую работу в деле строительства буддийской ступы и наградил наиболее отличившихся в труде. Будучи с рабочим визитом в Улухемском районе, глава региона Шолбан Караул посетил семью Назына и Виктория Сына, новых участников губернаторского проекта «Кыштак для молодой семьи». Они решили вместо овец выращивать молочных коров. Для начала супруги готовы приобрести 20 голов, о чем уже договорились с одним из хозяйств соседнего Красноярского края. Главный аргумент начинающих фермеров – с помощью Кыштага восстановить молочную ферму, которая существовала здесь еще в советское время и обеспечивала молоком не только село, но и районный центр, город Шаганар. Глава Тувы Шолбан Караул согласился с доводами молодых аратов. Единственное, о чем попросил фермеров – подбирать животных в Туве, а не в других регионах. Привозные коровы, хоть и выше по продуктивности, приучены к стойловому содержанию. Тувинские же буренки менее прихотливо, привычны и к местному климату, и к круглогодичному выпасу. А теперь о курсах валют. На сегодняшний день они таковы. Доллар стоит 56 рублей 59 копеек, а евро 63 рубля 72 копейки. Сейчас у участников конкурса «Цветущий кызыл» самый ответственный период. Во-первых, надо подать заявку, во-вторых, посадить цветник, да такой, чтобы всем понравился, особенно жюри конкурса. А ведь призовой фонд в этом году рекордный за всю историю – 400 тысяч рублей. Сегодня мы расскажем об одном из участников «Цветущего кызыла». Здесь растут петунии, ромашки, гвоздики, розы, нарциссы, незабудки, гиацинты. По рассказам жильцов этого двора, они цветут друг за дружкой, поэтому весь огородно-садовый сезон здесь просто зеленой полянки не бывает. Каждое утречко, каждый вечерочек. Мы энтузиасты, мы для себя, для наших детей стараемся, рассказывает Наталья Чемдан. Она житель дома номер 35/1. Но таких старателей в этом доме мало, их можно перечислить по пальцам. Но не все флористы данного дома рвутся участвовать в конкурсе «Цветущий кызыл». А вот Наталья Чемдан собирается участвовать в конкурсе сразу в 2 номинациях – «Лучший балкон» и «Лучший цветник». Очень рано встать, полить, прибрать, убрать, посадить. Наш город будет благоухать тогда, когда каждый человек, живущий в доме, живущий в нашей республике, посадит хотя бы 1 клумбу. И тогда у нас будет город, цветущий сад.
А здесь хозяевами цветника выступают сказочные герои, персонажи из любимых мультфильмов. Все это дело рук мужа, Зинаиды Онищенко. Она живет по соседству с Натальей Чемдан в доме номер 35/2. Нашей героине ни разу не приходилось уговаривать мужа. По большей части это все он сделал. С гордостью делится Зинаида Онищенко. У мужа появилась какая-то идея такая, по-видимому, то ли во время езды, что ли, появилось что-то такое необычное. Вот эти мишки, собачки ему надоели. Надоело это все делать. Что-то такое необычное, чтобы, вот, допустим, было запоминающее, что ни у кого чтобы не было. Такое действительно что-то. Ну, прикатив одно колесо, второе колесо, прикатив. Потом нашли, где сделать компьютерную графику вот этих всех святых. Ну, вот так вот. Потихоньку он дня за 3, наверное, это все сделал. Пока был в отпуске. Вот. Осталось только покрасить. Даже у нас там даже в церкви есть даже купол. Но и это не все. Здесь 15 видов деревьев, более 100 разновидностей цветов. И к тому же есть опыт участия в конкурсе «Цветущий кызыл». В минувшем году Зинаида Онищенко заняла почетное 1-е место в номинации «Лучший цветник». Так, ну заинтересовались мы 6 лет назад этим цветником. Посадили одно дерево, посадили второе дерево. Прижилось, в камнях, абсолютно камни тут были, привезли с земли. Посадили 3-е дерево. Ну, попросила его сделать одну клумбочку. Он мне сделал очень много резных клумбочек, чтобы ветром не выдувало землю. Поэтому начали садить больше деревьев. Потом начали садить цветы. Единственный помощник, это у меня Нестерова Наталья Владимировна, она мне тут помогает. Единственная соседка, которая, в общем-то, золотые ручки садит мне цветочки. Муж, я и маленький внук Никита помогает тут тоже. Конкурс «Цветущий кызыл» проводится совместно с мэрией Кызыла и с депутатами городского хурала ежегодно. По сравнению с 2016 годом, в этом году призовой фонд возрос в 3 раза, а это ни много ни мало 400 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурс принимаются до 20 июля в 107-м кабинете мэрии города Кызыла. Итоги конкурса будут подводиться с 25 июля по 10 августа с выездом на территории... Итоги конкурса будут подводиться... Итоги конкурса будут проводиться с 25 июля по 10 августа с выездом на территории конкурсантов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мэрии города Кызыла, где выложено положение конкурса и порядок подачи заявок конкурсантам. Или же обратившись в мэрию города Кызыла в 107-й кабинет, отдел благоустройства департамента городского хозяйства. Церемония награждения будет проходить в дни празднования Дня города. Количество номинаций увеличилось. В нем могут принять участие все организации, предприниматели, учреждения и жители Кызыла. Напомним, заявки на участие принимаются до 20 июля в 107-м кабинете мэрии Кызыла. Диана Баямбугусерес, Ховалык, телекомпания «Новый век». Сделаем перерыв на рекламу, а после нее продолжим. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Так, смартфон BQ с поддержкой 4G по интернет-цене 4490 рублей. РБТ.ру. Это новости, мы снова в эфире.
Кто прячется за темными стеклами? Выясняли инспекторы ГИБДД в ходе рейда под названием «Тонировка». Он проходит в Туве с 1 июня. И, как показывает статистика, немало водителей, несмотря на запрет, продолжают заклеивать стекла пленкой, светопропускная способность которой в несколько раз ниже допустимой нормы. За время рейда инспекторы задержали несколько десятков нарушителей. Подробнее в следующем сюжете. На протяжении недели в Кызыле проходит рейд «Тонировка». Несмотря на ужесточение правил, ежедневно дорожными полицейскими выявляется более 25 нарушений. Практика показывает, что далеко не все автовладельцы отказались от искушения скрыться от посторонних глаз с помощью пленки. Недельный рейд еще раз убедит водителей, что под бдительным надзором автополицейских дни тонировки в автомобилях сочтены, говорят сотрудники госавтоинспекции Кызыла. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, а именно с частью 3 прим. 1 статьи 12.5, за данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Если водитель не соглашается устранить данное нарушение на месте, ему также в соответствии с законом о полиции выдается требование, и в течение 3-дневного срока он обязан устранить данное нарушение и предъявить свое транспортное средство в ГИБДД. Уже несколько лет, как во всеуслышание объявлено, тонировка на передних стеклах автомобилей запрещена. И все это время война с умрачными водителями не прекращается. Сотрудники ГИБДД за один только рейд тормозят более 50 автомобилей и с помощью специального прибора проверяют уровень затемнения. 21%. 75 должно быть боковые. Придется вам штраф выписывать. После принятия закона о тонировке за его нарушение был установлен штраф 500 рублей. Большинство автолюбителей наказанию не противятся. На месте сдирают тонировку. Конечно, о полной победе света над тьмой говорить пока рано, но строгие наказания заставят многих задуматься о том, чтобы лишний раз не скрываться от людских глаз за темными стеклами. Автолюбителям не стоит забывать, что тонировка значительно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду или в темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП. Подобные меры предпринимаются ради безопасности всех участников дорожного движения. Работа сотрудников госавтоинспекции в данном направлении будет проводиться и в дальнейшем. Чинчиса Муга, Буяна, телекомпания «Новый век». Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». 9 июня в Кызыле на стадионе имени Пятилетия Советской Тувы пройдут торжественные мероприятия, посвященные дню рождения Будды Шакьямуни, в том числе торжественный молебен, ритуал подношения 1000 кадаков, праздничный концерт. Будда Шакьямуни – духовный учитель, легендарный основатель буддизма, реальная историческая личность. Накануне приемной кампании вуза глава Тувы Шалбан Караул посетил Тувинский кадетский корпус, где по традиции встретился с выпускниками 2017 года. Как и обещал глава региона своим подшефным, вместе по каждому из них они выстроили конкретный план подготовки к поступлению в военные и гражданские вузы. На месте выяснили наличие документов, справок, состояние здоровья. Также Шалбан Караул и военный комиссар Юрий Марков дали советы по сдаче спортивных нормативов и пожелали ребятам удачи. ТВ-Энергосбыт уведомляет о повышении тарифа на электроэнергию с 1 июля. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах с плитами на твердом топливе, оборудованных стационарными газовыми плитами, тариф будет составлять 3 рубля 30 копеек за киловатт. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также для сельского населения, он будет 2 рубля 31 копейка. Дополнительную информацию можно уточнить по следующим телефонам: 5 60 87, 5 60 95, 5 60 96 и 5 60 97. 2 землетрясения зафиксировано в Туве. Подземный толчок магнитудой 3,7 балла зарегистрирован в ночь на среду в 150 километров к юго-востоку от Кызыла, сообщает Алтай-Заянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Еще одно землетрясение магнитудой 3 балла было зарегистрировано в 87,5 километров к юго-востоку от Кызыла. Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года. Бизнес-инкубатор Тувы приглашает на тренинг «Азбука предпринимателя». Он проводится для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с нуля. Тренинг будет проходить с 19 по 23 июня. В его рамках будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия. Для участия в тренинге необходимо до 14 июня направить заявку, а куда и другие подробности можно узнать по телефону 52309.
И в завершение выпуска о погоде передаю слово моей коллеге Музе Черепановой. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В студии, как всегда, я, Муза Черепанова. Расскажу о том, что ожидает нас 9 июня. В пятницу в Кызыле днем будет облачно, возможен дождь. Температура плюс 15, плюс 16. Вечером и ночью за окном ожидается плюс 13, плюс 14. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Местами по Туве возможно его усиление до 20-25 метров в секунду. Геомагнитное поле спокойное, давление 700 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. На сегодня это все. До свидания. Это все, что мы успели вам рассказать. Эфир продолжит программа «Услышать каждого». Спасибо за внимание и до свидания.